На этом месте у нас сидел картофель в прошлом году. И выкопали или посадили под зиму сидираты, озимую рожь. Она у нас выросла. Сейчас готовим место под посадку лука. Вот здесь у нас будут луковые гряды вот такой примерной ширины. Что делаем? Срезаем сидираты под корневую шейку и рыхлим землю. Вот использовать можно тяпку или плоскорез Фокина. Земля если твердая, то лучше сначала тяпкой пройтись, чтобы удобнее было резать. И все, перекапывать ничего не нужно. Вот здесь сделаем еще пару грядок по такому же образцу. Потом я покажу, как это будет выглядеть. Вот таким образом происходит процесс срезания под корневую шейку. Чтобы было видно здесь, хотел вам продемонстрировать, как мы это делаем. Вот, срезается корневая шейка, видно, что земля там рыхлая. Там в прошлом году были листья, а здесь был посажен картофель и сверху присыпано все листья. Земля, в общем-то, рыхлая. Вот, сейчас только вот это все вот срезается, сидират. И там, это вот сейчас работает женщина, все очень легко видно, что земля довольно рыхлая. Вот. И после этого тут немножко выровнять, дать неделю примерно, можно чуть поменьше постоять, чтобы процесс увядания травы и отмирания корней произошел. И после этого можно высаживать, мы будем здесь садить уже лук. Вот таким образом мы делаем бороздки с помощью плоскореза Фокина. И здесь будет посажено, планируем 3 рядочка лука посадить и 1 рядочек моркови. Это будут смешанные посадки. Вот так мы посыпаем золу в эти рядочки. Мы садить сейчас пока еще не будем ничего здесь, это просто подготовка грядки. Сейчас надо ей постоять несколько дней еще.